Под Столовой горой наравне с седыми вершинами расположен один из высокогорных избирательных участков Ингушетии. В начальной школе Бейни открыт 4-й участок республики. Перед ним открывается панорама на главный Кавказский хребет и вершину Казбек. Здесь на высоте 1600 метров над уровнем моря в тишине от всего, кажется, и думается лучше. Из глубины села поднимается вверх Ханифа Ахильгова. Женщина 78 лет идет на выборы под ручку внука. Так обеспечивается преемственность. В этом небольшом горном селе зарегистрировано 114 человек. Всего за несколько часов здесь уже успели проголосовать за будущего президента России большинство избирателей. А чуть ниже, в самом крупном населенном пункте горного района, в Джайрахе, шумно и весело. Жители голосуют в Доме культуры и в средней школе. Примечательно, что именно здесь расположены самые первые избирательные участки во всей республике. Порядковая нумерация участков начинается с Джайраха, среди башен, там, где началась наша история. В списку избирателей у нас сегодня значится 612 избирателей. Впервые голосующие у нас 18 человек. Голосующих вне помещения на дому 19 зарегистрировано у нас. В Уйке под номером 1 зарегистрированы избиратели, проживающие не только в Джайрахе, но и в ближайшем селе Эзми. Для того, чтобы они могли с комфортом добраться до участков, здесь функционирует общественный транспорт. Им и воспользовался Руслан Цуров. Решили все вместе собраться, все в нашем сельском поселении. Мы все вместе пришли сюда, чтобы проголосовать за нашего кандидата, так как от этого зависит наше будущее. Каждые 2 часа у нас есть автобусы, которые развозят избирателей по участкам. Кроме того, в школе подготовили выставку прикладного искусства с национальным колоритом. Все эти предметы изготовлены вручную воспитанниками Центра творчества детей, который работает на базе школы. Их можно не только посмотреть, но и приобрести, если возникнет желание. Здесь есть картины Баку Аздоевой. Это с красками работа, потом идут картины с уникальными вот этими рыбьей кожей. Это делали дети под ее руководством. Потом у нас идет рукодельные кружки. Всего в Джайрахском районе зарегистрировано 2782 избирателя. Кому-то удобно посетить участок для голосования утром, кому-то ближе к вечеру, но определенно голосуют целыми семьями. Вслед за ним приехал проголосовать его сын Абдул-Салам. Это его первые выборы. Кстати, молодым людям, которым впервые предоставлено право голосования, подготовлены подарки. Им дарят компьютерные флешки, канцтовары и телефоны. Абдул-Салам сделал выбор, исходя из своих требований к кандидату. А вот Хусен Амирханов за 88 лет жизни пользовался правом голосования множество раз. Он выбирал и президента в России, и Верховный Совет Казахской ССР, где когда-то жил. Мужчина вспоминает, что раньше выборы проходили в более сложных условиях, как для избирателей, так и для организаторов. Кстати, и сам он не раз участвовал в их проведении. И спустя столько лет ему суждено сделать мудрый выбор бодрым шагом. Избирательный участок, редакция Ачер, цигдет колония, циг ахуну, любалтира, избиратели, голосовали ахуну на полуторку машины, что машины здесь, а их аюхия, так дуасу, так мода дуасу, так Аллах политик, чаун, сильный президент. Возможностью проголосовать по открепительному удостоверению воспользовался ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский. Так получилось, что на момент выборов он путешествует на Северном Кавказе с детьми. Заславский заранее написал заявление в одном из московских многофункциональных центров и заявил желание проголосовать в Джайрахском районе Ингушетии. Ведь этот выбор может изменить судьбы множества людей, считает он. Безусловно, это огромное удовольствие. Здесь потрясающий воздух. Мне очень нравится, что здесь очень много новых домов построенных. На момент 3 часов дня в Джайрахском районе проголосовало 1766 человек. В процентном соотношении это 63,4%. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.